Уважаемый господин министр, хотел бы поздравить вас с наступающим священным праздником Орозайт и пожелать вам и всему братскому народу Азербайджана благополучия, мира и процветания. Пользуясь случаем, прошу передать мое теплое приветствие и наилучшие пожелания уважаемому Ильхаму Гейдаровичу Алиеву. Кыргызская сторона придает важное значение взаимоотношениям с Азербайджанской республикой. Последние годы стали прорывными в истории двусторонних отношений. В 2022 году были проведены 2 визита на высшем уровне с интервалом между ними в 6 месяцев. Были урегулированы все вопросы, тормозящие развитие сотрудничества между двумя странами. Стороны установили уровень стратегического партнерства, создали Межгосударственный совет, учредили Азербайджано-Кыргызский фонд развития, подписали соглашение о строительстве азербайджанской стороной 5-звездного отеля на берегу озера Исыккуль. Все это свидетельствует о том, что наши межгосударственные отношения развиваются весьма динамично и сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне. Мы этому очень рады, я сам лично очень рад. Уважаемый Джейхун Азизоглу, еще раз добро пожаловать в Кыргызстан. Пожалуйста, вам передаю слово. Глубоко уважаемый Садыр Нургажаевич, я хотел бы поблагодарить вас за эту возможность. Это высокая честь быть принятым с вашей стороны. У нас сегодня уже со вчерашнего дня мы находимся здесь, и сегодня прошли очень успешные переговоры с моим уважаемым другом и коллегой, министром иностранных дел. И мы делегациями прошлись по всей широкой повестке кыргызско-азербайджанских отношений. Я тоже, пользуясь случаем, хотел бы передать самый теплый привет и поздравления от президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева вам. И мы в Азербайджане с нетерпением ждем вашего государственного визита. И сегодня значительная часть наших переговоров она была посвящена именно вопросам подготовки к вашему визиту. Как человек, который регулярно посещает Кыргызстан, я каждый раз просто проезжая по улицам Кыргызстана, видя ту активность, каждый раз не бывает такого приезда, когда я бы не видел начала каких-то новых строек, начала каких-то новых проектов, которые являются олицетворением созидания, что является подтверждением того, что есть уверенность людей, есть уверенность бизнеса, есть уверенность инвесторов, а это подтверждение того, что управление в надежных руках, в стране стабильность, в стране предсказуемость и созданы хорошие условия.